Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях у мастера, у Саргаланы Гаврилевны Ивановой. Она работает учителем по технологии в Хатасской средней школе. Со своими учениками она очень много проводит различных занятий, обучает своих девочек искусству, мастерству, вот как вести свой дом, как его украсить, какие изделия для интерьера, в общем, выполнить своими руками. Сегодня мы будем заниматься конским волосом. Дорогие друзья, конский волос – это такая вот вещь очень интересная. Она используется вообще во многих сферах нашей экономики, хозяйства, начиная от авиации, заканчивая косметологией. Из конского хвоста в Якутии у нас плетут дейбиры, это вот такие комаромахалки, да, как они выглядят вот так вот. Вот это называется веер. Веер, это веер. И еще из конского волоса можно сплести какую-то, ну, допустим, головные уборы, шляпы, да, или тюбетейки для мужчин, или сумочку. Но да, вот, потому что вот этот волос, он очень такой достаточно жесткий и хорошо держит форму, очень такой, знаете, тактильно, довольно-таки приятный, немножко кусучий, но все равно приятный. Вот. А из конского волоса, подшейного, да, изготавливают совершенно другие изделия. И сегодня как раз вот мастер-класс посвящен одному вот из этих изделий, что именно мы будем изготавливать. Сегодня мы будем делать вот такое маленькое изделие, называется Саргалана да? Гаврилевна, это делают ваши ученики? Да, это мы вместе создавали красиво. маленькие, а вот большие. Как мило. Ага. Так, будем делать вот такой, по сути, ну, называется лава, я так сказала, да? И сначала мы берем вот конский волос, именно волосы подходят для мокрого валяния. Не хвостик, да. Да, используем вот технику мокрого валяния с помощью воды и хозяйственного мыла. Мы придадим форму дна нашей посуды. Вода у нас должна быть достаточно мыльная, такая прям пена, или немножко можно там как-то Сейчас вспенить? я буду работать стоя, показывать, да? Вот берем хозяйственное мыло и сразу же приступаем к работе. Вот, намыливаем очень хорошенько и одновременно вот закручиваем изделие. То есть как бы сваливаем в комок, да, вот эти волосы наши? У нас идет вот большой размер сначала, да, и потом, когда мы закручиваем, у нас уже размер становится поменьше. Да, вот волос у нас было, видите, большая такая кучка. Ну, примерно по граммам это немного все равно, да? Потому что изделие у нас будет примерно вот такого плана, да? Ну, вот у нас изделия, заготовки стоят. Заготовочки стоят уже. Ну, вот так мы должны закрутить. Легкие, красивые, замечательные. Ну, вот просто, вот знаете, глаз радуется и ну, вот отдыхает. по такой технологии мы изготовили еще панно, вот лежат круглые, да? Вот, посмотрите, друзья, покажу это сейчас. солнце называется. Панно, солнышко. Да, и смотрите, как красиво. Это так здорово. И вот изготавливают именно ваши ученики на ваших классах, в смысле, на ваших мастер-классах или это уроки? Это дополнительные занятия. Дополнительные занятия. Так. Ну, стараемся делать разные. Вот такие вот. Это у нас как бы луна называется, да? Это луна? Да. Ну, смотрите, сколько здесь смысла, мне кажется, сокрыто, да? Первое – это солнце, это луна, да? Да, потому что смотрите, как луна, вот ее как бы движение даже, да, вот с помощью вот этой тесьмы, она тоже изготовлена из конского волоса. Но здесь, по-моему, жесткий он такой, это уже хвостик, по-моему, да? Веревочка. Это веревочка, это обязательно хвостик. Это из конского хвоста, да, вот такой потому что жесткая здесь вот. Ну вот я показала такой технологию, да? Потом у нас идет фактура. Так, заготовки покажу сразу. Мою салфетку не взяла. Вот у нас заготовки я сделала. И вот с такого большого у нас становится вот такой вот маленький размер. Уже вот такие получаются, да? И вот когда делаем стенки, мы обязательно вот вокруг посуды должны положить вот наши волосы. И чтобы он придалась форма, она вокруг здесь должна ночевать.
И тогда у нас он будет форма как раз. То есть вот то, что мы сваляли, это мы вот так вот, ну Да. как бы вокруг вот этой баночки раскладываем, да? Да, складываем, чтобы тут, И чтобы они высохли вместе. Высохли вместе. Вот это мыло, оно как бы дает вот да, форму дают. форму придает, сдерживает, как клей своего рода, да? Да, клей. И вот это мы И соединяем. верхушечка. Да, А вот потом так. мы просто соединим. Ой, вообще, слушайте, так просто и так классно. Мгм. Но Так, у это нас по времени, вот вы сказали, вы вечером вот это сделали, и она высохла за ночь, высохла, да? ага. И вот это тоже. Донышко Высохла. нашего Так, теперь мы туесочка. берем вот такие тесемки, которые заранее сделаны, да, из конских волос. из конских, Нет, извините, из конских хвостов, из да, хвоста. из хвоста, да. И вот вокруг мы него должны вот так обвить. Должны А как мы обвиваем? Это мы уже пришиваем. Да, пришиваем. Это уже пришиваем. Да, это у нас идет. Берем леску. А, это Не все леска. Обычно всегда нитка- мы говорим вот как бы по-народному леска говорим, да, но у нас называется мононить. У нас вот мононить. Мононить это для Чтобы не видно было. изделий, вот именно как для чего это? Для работы с бисером. Для работы с бисером можно использовать, вот для волос тоже можно использовать. Она закручивается, и что вот маленький секрет, его нужно вот так немножко потянуть, Да, чтобы... и она вот выпрямляется. И когда шьем, она уже не мешает, нигде не скручивается. Да? И вот берем донышко. Донышко. Сначала берем тесьмо, и вокруг него мы должны вот здесь по краю соединить вот с изделием. Ой, как здорово и как просто, смотрите-ка, как классно. Да. И идем вот прямо. Ну, это тут время занимает, конечно. Ну, конечно, Ну, да. И вот точно по краю идем. Точно по краю. И вот смотрите, это просто, знаете, вот тактильно, очень прям вот настолько это все нежно, классно и в то же время легко. Прям вот воздушная Да, такая у нас очень получилась, туесочек вот этот вот воздушный. Ну, очень классно, красиво. Вообще элемент декора очень такой приятный, красивый, прям радует глаз. Внутри вот ягодки использовали вот мягкий пластилин, который затвердевает. Затвердевает, да. Да. И вот у нас получилась Детский ягодка. пластилин. И покрасили акриловой краской. Можно придумать разные способы, да? А вот Ну да. листочки, это у нас уже фоамиран идет. Тоже покрасили. Это вот зеленый, это уже Да. фоамиран. Да. То есть вот здесь вот внутри листики, они из фоамирана, а это из пластилина. Ну и покрасили, соответственно, ягодки. Каждая ягодка. Примерно сколько по времени занимает изготовление вот одного туеска? Ну, 2 дня. 2 дня где-то, да, где-то, работает? да, 2 Ну, дня. потому что здесь это все связано с тем, что Да. каждый элемент нужно прокрасить, да? А нет. А вот именно вот валяние у нас 2 дня, да? А вот когда мы будем вот, вязать тесьмо, это уже подольше будет. Ну да, Где-то неделю, тесьма, где-то конечно. так. И, кстати, вот эта тесьма, она же ведь не крашеная, да? Нет, Это это- разного цвета берутся, например, черная лошадь, да, ну, естественно, черный хвостик у нее, да, вот, белый хвост, черный хвост. И вот из этих нитей соединяем и плетем вот такие вот тесемки, или как, веревочки. Тесемка. Тесьма получается. И здесь мы соединяем, вот у нас где-то у нас повыше будет, где-то пониже стенки. Вот когда-нибудь Можно затянуть. научите нас плести вот эти вот тесемки, да, вот эту тесьму, веревочки. Так, там мы делать. сегодня я научу вот делать вот веревочку. Как Вот здорово. такую. У нас есть Ой, как специальный здорово. вот станок. То есть вот это, смотрите, тоненькая вот эта вот веревочка, тоже из конского хвоста, из волос, из хвоста. И вот такую веревочку можно сплести. А смотрите, техники везде разные. Вот веревочки, смотрите, здесь вот рисунок такой вот здесь получился, здесь немножко другой, здесь Да. тоже другой. Это зависит от количества вот этих Материала. Да. Именно если черного много, соответственно, и украшений можно сделать побольше. А если черного мало, то немножко, ну, как-то надо, вот значит, тоненькие здесь сделаны из 4 веревочек, да? 2 белых, 2 черных. А здесь уже 6 взяли, здесь тоже 6. Так. Если даже вот 6, да, я сказала, да, вот рисунок выходит по-разному.
Это схемы разные бывают. Ну, схемы разные, Да. конечно. Ну, видно прям, да, Да. что схемы разные совсем. А потом берем. И смотрите, как получается очень просто. И это у нас будет как бы поддерживающее и в то же время... Или мы сначала вот на вот нашу заготовочку, вот здесь вот отдельно, да, вот эту тесьму Сначала соединяем. пришьем, тесьму. соединяем. Да. Полностью, обращу внимание вас, дорогие друзья, это все полностью сделано из конского волоса, из подшейного конского волоса. Вот какие у нас замечательные лошади в Якутии. А вот эту технологию где-то вы сами разработали, или вы где-то Нет. подсмотрели, или как это, или, может быть, ученики вас научили? Нет. Я самоучка, да, вот появилась группа, WhatsApp-группа «Конские волосы», я туда зашла. И ахнула. Да, ахнула, да, Сколько посмотрела. всего можно И вот сделать из там конского волоса? отправляют разные фотографии, изделия, да, вот схемы отправляют. И вот я так научилась делать. И разные. сейчас обучаете своих учениц. Да. А девочки к вам приходят разного возраста? Да, Или разного вот с возраста какого? С тоже первого бывает. класса? Нет. Или постарше? Постарше. Девочки постарше? Да, постарше. Да, вот девочки занимаются. Ну, с еще. 10 лет можно, да, к вам приходить? Можно, да, можно. Девочки занимаются, еще вот участвуют в разных чемпионатах. Ну да, в разных Да, выставках. занимаются, Это же здорово, да. когда ты свое изделие изготавливаешь, а потом приносишь на выставку, где приходят со своими изделиями другие девочки, которые там чему-то научились у своих педагогов, да, вот, и показывают свое умение, свой вкус демонстрируют, да, свои художественные какие-то вот, ну, взгляды, скажем так, на эту жизнь, на этот мир. Вот. И потому что в любом изделии это душа мастера. Вот. Это очень, мне кажется, с таким вкусом, с такой любовью сделаны вот такие вот туесочки. Очень красиво. Вот некоторые дети любят заниматься вот таким, да, А некоторым тоже знаете, не вот нравится. смотрите, Да, даже подарки. вот сейчас, да, посмотрите, какая колористика. Посмотрите, Саргалана Гавриловна, какой выбрала цвет Да, подходящий своего цвет, туесочка. Туесок у нас такой вот коричневый, да, такой какой-то, как, Рыжеватый. да, ну, больше коричневого, мне кажется, да. И вы выбрали именно Светлый. вот эту тесьму однотонную. А вот здесь вот у нас совсем другой цвет. И цвета использованы тоже другие. Но в целом смотрится очень красиво. Да, Согласитесь? ну, в каждом изделии нужно вот смотреть цветовой набор, Да. как говорится, да? То есть, Чтобы допустим, подходило. чтобы это было как-то все гармонировало, да, Да. и отзывалось именно вот то, что вокруг нас, да, в природе нашей. Если мы здесь возьмем черный, то будет смотреться еще по-другому, да? Всё Совсем будет по-другому, он и будет настроение выделяться. будет тоже другим Да. вот у этого туесочка. А сейчас мы вот этот туесок Спокойно, изготавливаем именно вот в таких постельных каких-то вот в одной какой-то цветовой гамме. Колористика такая. Монохромный, скажем, какой-то такой даже, да? Остатки убираем, да. Бежевый цвет. Насколько мы знаем, что бежевый цвет вообще он у всех, скажем, дизайнеров считается таким моноцветом, да? Бежевый, серый. И вот в конце нужно посмотреть, чтобы вот, когда мы вырезаем, чтобы лежал на одном на одной линии, Вот, да. Потом мы это Чтобы у будем нас как бы прятать. вот эти ободочки были на одном уровне, оказывается, должны быть. Это очень важно. Потом мы это будем прятать под тесьмой, чтобы вот много таких заломов не было, да? Чтобы было Вот аккуратнее. смотрите, если раньше, например, да, в семьях каких-то помещичьих ценилось, что девочки должны были уметь Да, заниматься обязательно. вот этим вот шитьем там и так далее, всегда с гладью, там как-то вот девочки, да, сидели всегда с пяльцами. А в крестьянских семьях тоже прививалось с детства умение девочки работать иглой, нитью, шить, да? Вот. Ну, а мы изготавливаем вот из конского Теперь будем волоса такие изделия. соединять дно. А куда я его подевала? Да. Донышко. Да. Так, нитка. И донышко. Вот оно, донышко. Вы что потеряли? Да, я раньше не знала, что вот
мононить можно потянуть, и она выпрямляется. Да, через сколько-то Вот лет это, я это кстати, узнала, да. да, вы что? Да. Ну вот, а каким опытным путем или кто-то подсказал? Да. По телевизору видела какой-то сюжет, тоже рассказывали. Мгм. И вот там поделились Да, таким вот- поделились вот так. Ага, таким Я способом. сразу попробовала. Вот, правда, вот она выпрямляется, вот так немножко потянешь. Если потянуть Да, ага, всё. с двух концов, Очень легко оказывается. да, и она не будет кудрявиться. Да, тоже разный вот секрет. Теперь мы должны вот закрыть вот эту часть. Берем тоже другую, маленькую. Так, Еще одну тесьму, да? да. Ой, что-то у нас какие-то. Вот, есть. И вот это закрываем так, чтобы вот залог не снял. Вот чтобы этот шов был закрыт. И тоже соединяем. Поперек нашего туесочка. Ой, как красиво. Вот. Вечерами дома сижу, разные техники пробую. Вот, Что-то вот, придумываете, да? Что-то А потом ваша интересное. ученица все это повторяет за вами. Да. И чтобы вот таких изделий, которые мы делаем, ни у кого не было, да? Ну, когда мы участвуем на выставках разных, чтобы было интересно смотреть людям, что-то другое нужно придумать. И всегда это вообще работа такая очень творческая, да, вот у педагога. То есть вы работаете не по готовым каким-то шаблонам, а вы всегда включаете фантазию, Да, всегда обязательно. включаете свое творчество, чтобы обучать своих учеников, Да. да, чему-то новому. И, кстати, вот с таким педагогом наверняка и ваши ученицы сами вдохновляются какими-то идеями, да, и что-то придумывают сами, Да, своё подсказывают, можно может быть, подсказать. какие-то идеи. Даже вот 10 класс у нас делает проекты, да, в конце 10 класса они защищаются со своими проектами. И вот мне кажется, сколько девочек прошло. До этого выбирали конские волосы, да, и делали вот такие работы. Веера. Да, и очень хорошо. Так, еще вот бир делали. Вот первая работа, которую мы сделали, такая смешная, да? Ну, почему? Это первая Она такая работа. милая. А это мы делали по фотографии. Да. А потом уже с опытом уже приходит, ну, как говорится, мастерство. И То есть уже это делаем вот такой по-другому. вот опахало, да, Да. веер? Да. Ага. Соединили, потом остаток убираем. И у нас остается соединить только донышко, да, и веревочку. Так, убираем остаток. Аккуратно отрезали. Теперь у нас Донышко осталось. здесь. Теперь донышко тоже пришивается. Да. Ну, у нас мягкое идет, да, и поэтому у нас форма бывает разная. Его можно потянуть, немножко сдавить, вот так. Немножко, да, Да. поправить как-то. Да, вот здесь форма, например, здесь как бы идет Немножко как... трапеция, да, это да. как бы прямая. Мгм. Все разное бывает. Но вначале, когда думаешь, да, идею, думаешь, делай такое, а в итоге, А в хоть итоге другое. получается Да, совсем получается другое, да. да. Ну, то есть вот захотелось туесочку нашему Да. стать вот таким вот прямоугольным, ну, такой ровной формы, да? Да. Вот он и стал. А вот эти вот, смотрите, вот эти панно, это тоже как бы сваляли, да, с Да, мылом? точно так же Посмотрите, сделали. это очень простая, как бы, это девочки, видимо, ну, совсем младшего школьного возраста, скажем так, могут справиться, да, с этим? Да, могут. И И девочки просто вот себе здесь тоже такие сделали. Так. Ну, у меня вот в кабинете остается то, что я сама сделала, да, в основном. А девочки все свое обязательно забирают, кому-то дарят. Да. Перед усохом обязательно кому-то дарят. Ну, конечно. Да. Это очень такой красивый, такой И когда подарок. вот смотришь, идешь на осел Очень школьный, да, и приятно. смотришь свои вот такие Свои да, работы. свои работы девочек, которые они носят с собой, и радуешься. Да. Но мне кажется, нет лучше награды Ну да. для вас, Ага. как педагога, да? Да. Ну, даже девочкам говорю, вот
будете мамами, бабушками, будете меня вспоминать, как я вас тут учила, ругала, да? Это вам все в жизни пригодится. Да. Так. Конечно. И когда наряд на праздник наш главный из их, изготовлен своими руками, это же сколько радости, да? Да. Да, соединяем. Да, ну, А ведь и вправду у любого народа невеста должна была уметь вообще, ну, все, скажем Всё, так, да? да. И свое приданое у многих народов девушка собирала сама. То есть она сама шила, да, украшала, вышивала. обязательно должна уметь шить. Так что, дорогие друзья, в Хатасах девушки мастерицы благодаря педагогу. Вы в школе работаете больше 30 лет уже, да? Где-то 30 лет, да. Уже 30-й. Конечно, то есть не одно поколение, конечно же, уже ваши ученицы уже, наверное, все мамы, да? Да, мама, их дочки уже к нам приходят, учатся. Да. Уже заканчивают некоторые классы, да, школу даже заканчивают. И вот наши эти ученицы мамы уже сами шьют, одевают своих девочек. Мы раньше говорили, будем покупать, да. А сейчас они все шьют, шьют, даже конечно. лучше меня шьют. Вот, Да, видите, а всему мастериц научила. много. Мы даем вот азы, первые азы, да, как пользоваться, как что делать. Потом уже сами. Так. То есть вы учите Осталось девочек и выкройки изготавливать самим, да, чтобы они это все делать умели? Ну да, Ведь самое сложное в шитье, мне кажется, это изготовление выкройки. То есть да. там сплошная Самая большая математика, работа. нужно очень хорошо все высчитать, все очень по всем формулам правильно все так разложить, да, чтобы получилось, чтобы это изделие действительно было сшито именно по размеру, именно по фигуре того, для кого изготавливается, допустим, платье, шьется. Да, скоро у нас должна быть выставка, где-то в апреле или в мае. Я представляю, как у вас проходят выставки. У вас наверняка очень много изделий, которые изготовлены руками ваших учениц. Они все очень красивые, нарядные. Стараемся. А сейчас, вот, допустим, мастерицы, они стали, ну, ваши ученики, ну, скажем так, вашими коллегами? Есть девочки, Да, у которые меня, стали заниматься Да, мастерством учительница технологии к нам пришла в замену коллеги, которая ушла на декрет, да. И вот моя ученица пришла, Галина Алексеевна. Она раньше у меня училась, участвовала в разных конкурсах по вышивке. И теперь моя коллега вот, по технологии учит девочек тоже. И вы радуетесь такому, да? конечно. Когда, по сути, получается, что вашу профессию выбрали ваши ученики. Ну, Да, конечно, очень это многие очень учатся, приятно. вот, тоже по нашему направлению тоже учатся мальчики и девочки. Все, у нас час готова. Вот. Донышко мы пришили, Так, передаем форму. придаем форму. Да. Потом у нас идет вот такая веревочка. Будем сейчас покажу, как это делать, да? У нас есть вот такой инструмент, и с помощью него будем. А что это такое вот это? Так, это резина. Смотрите, просто деревяшка, а сверху Резина, да. приклеена резинка, обычная Так. резинка. А куда это? Можно самим изготовить, да, вот такую штуку. И вот это вот как бы, ну вот смотрите, видите, с выемкой, очень удобная, что ли. И держать. тоже резиночка приклеена. Для чего это мы Кстати, сейчас это мне узнаем. вот станок подарила моя ученица. У нее бабушка тоже занимается. Живет в районе. Девочка поехала к ней на каникулах-то летних. И там вместе с бабушкой вот занималась тоже, да. У нее вот бабушка подарила вот такой станок. Это станок Да, называется. ага, станок называется. И этот станок перекочевал ко мне. Да. Мы вот пользуемся. Вот должны здесь закрутить. Это станок называется, да? Да, станок. А, С одной стороны отпускаем,
С этой стороны Вот видите, закручиваем, как два опускаем. черные, белые мы взяли хвостики, соединили, а потом вот так вот скручивается это дело. Друг к другу скручивается. Вот. Очень просто, да, получается? Вот резина продается в строительных магазинах, да? И можно сделать. такой Самим станок. станок Да. можно изготовить такой. Или у кого-нибудь дома, в гараже у кого-нибудь валяется, наверное. Вот сделали. Так сделаем здесь узел. Можно сделать 2 узла. Потом у нас остается как бы кисточки. Тут так стягиваем. Со Можно стрижком. оставить, как бы кисточки оставим. И с другой стороны точно так же. Немножко еще можно покрутить с этой стороны. То есть вот от того, насколько вы будете как бы близко держать, да, получается, ну скажем так, вот частота нашего узора, Вот. да? Видите, скрутилась. С этой Можно стороны. сделать этот узор помельче, соответственно, поближе у нас будет вот это вот крутить, да, нашим станком, вот вторым вот этим, как сказать, сверху гладилкой, да, приглаживать Да. волос. И Сильно получается, затягивать. как бы вот это вот скручивание, они будут почаще. Остатки убираем. Ну, как бы у нас кисточки остались, да? И здесь мы уже... Ну, здесь мы уже использовали черный цвет, да? Да, Ну да, здесь ничего, немножко, чтобы видно было, да? да, чтобы было видно, за что браться, за что хвататься. Тут мы тоже можем Так. закрепить колкой ниткой. А потом вот с этих веревочек изготавливаются вот такие тесемки, да? Там уже по-другому. А там уже вообще другая Да, какая-то другая технология. техника. Ну, это уже мастер-класс, скажем, требует вообще времени, поэтому в следующий раз мы обязательно к вам снова наведаемся, и вы нам расскажете, да, как изготавливать вот такую тесьму. Так. И здесь мы соединяем. И опять пришиваем, да? Аккуратненько. Вот у нас получилось вот такое изделие, новое, да, из конского волос. Ну что, пробуем?